Всем привет, меня зовут Иван Лучков. Сегодня на канале Алло мы сравним два замечательных смартфона. Это Samsung Galaxy S8, который вышел в начале 2017 года, и iPhone 8, новоприбывший продукт компании Apple, который появился буквально вот совсем недавно. Включайтесь, поехали! Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, Galaxy S8 и iPhone 8 – это два премиальных продукта, которые являются самыми лучшими компактными смартфонами на рынке. То есть, если вы хотите купить себе лучшее, дорогое решение, но при этом компактное, выбор у вас будет невелик. Это будет Galaxy S8, либо же iPhone 8. Двумя этими смартфонами удобно пользоваться одной рукой, они великолепно ложатся в руку, и ими действительно очень удобно управлять. Поэтому мы решили столкнуть их лбами друг к другу, и хочу вам сказать, это будет очень интересное сравнение. Давайте говорить откровенно, по внешнему виду iPhone 8 в сравнении с Galaxy S8 выглядит как допотопное устройство. Это понятно почему. Этот смартфон по дизайну не менялся практически 4 года, еще с выхода iPhone 6. То есть прошло время, был iPhone 6, 6s, 7 и 8, и они стали идентичными. Единственное, чем они теперь стали похожи с Samsung, это то, что оба смартфона с двух сторон из стекла. У Samsung стекло сзади, здесь тоже стекло сзади, соответственно, здесь стекло спереди, здесь стекло спереди, но большая разница, конечно, во внешнем виде передней панели. Это колоссальная разница в двух смартфонах и в двух подходах. Пора бы компании Apple уже что-то делать, и она это действительно сделала в iPhone 10, который выйдет очень скоро, поэтому сейчас, если говорить про внешний вид, то iPhone 8 проигрывает Galaxy S8 в оригинальности, в дизайне, в каких-то свежих идеях. Но опять-таки это проверенное решение, к которому многие люди привыкли. Возможно, если вы не хотите отучиваться и вас все устраивало, то вам подойдет iPhone 8. Если же вы хотите новых ощущений, то, конечно же, здесь явным победителем выступает именно восьмерка от Samsung. Сравнение дисплеев делать очень тяжело, потому что здесь колоссальная разница во всем, как в разрешении, так и в подходах компании. Здесь Super AMOLED, здесь до сих пор IPS матрица стоит. Разрешение чуть ли не в 2 раза отличается, но на самом деле на практике, если вот на таком расстоянии смотреть на экран этих смартфонов, это незаметно. Если приглядываться, конечно, точечно, то здесь можно заметить некоторую зернистость, не особую, здесь ее вообще не видно. К тому же у Samsung разрешение настраиваемое. Вы можете поставить максимальное разрешение, а также снизить его, допустим, до Full HD или вообще до HD, тем самым сэкономив время работы аккумулятора. Это очень-очень здорово. По именно каким-то внешним показателям в iPhone 8 изменилось следующее. Добавили функцию True Tone. Она действительно очень сильно повлияла на отображение на экране. Картинка стала гораздо теплее и приятнее. И если лоб в лоб сравнивать эти смартфоны, то местами даже приятнее, чем у Samsung. Не так сильно бьет по глазам, но опять-таки мы сейчас говорим о Samsung и классическом адаптивном изображении экрана. Здесь это все можно настроить на ваш вкус и цвет. Поэтому, если говорить объективно, у Samsung лучше. Если говорить субъективно, но тут кому что больше нравится. И людям, которые долгое время сидели на айфонах, конечно же, будет приятнее все-таки IPS экран, нежели экран Super AMOLED. А вот если говорить про производительность, то здесь iPhone лидер во всех аспектах, и не только в сравнении с Galaxy S8, потому что новый процессор Bionic A11, либо же A11 Bionic, как его называет компания Apple, это невероятно быстрое решение. И этому смартфону хватает 3 гигабайта оперативной памяти нового процессора, чтобы просто разрывать в пух и прах любого конкурента. Плюс оптимизация от iOS в отдельных приложениях делает свое дело. Galaxy S8 это до сих пор мощное устройство, действительно мощное устройство, вне зависимости от того, на каком процессоре она будет работать, на Qualcomm Snapdragon 835, либо же на собственном процессоре от Samsung Exynos. Это тоже быстрая штука, переваривает практически любые игры на своих плечах, и также в любых приложениях работает очень быстро. К тому же на этот смартфон выйдет обновление Android 8, что значительно ускорит работу этого устройства, и я в этом уверен, потому что я уже щупал некоторые образцы с этим Android 8 на борту этого смартфона и был удивлен скорости работы. Но если говорить именно про железо, то, несмотря на более скромные технические характеристики в плане цифр и количестве оперативной памяти, iPhone 8 работает быстрее, как в синтетике, так и в программах и играх. Но опять-таки это не значит, что Galaxy S8 это медленное устройство. Это очень быстрое устройство,
оптимизации скорости которого хватит любому пользователю за глаза. Но мы же сейчас сравниваем эти смартфоны, поэтому говорим как есть. iPhone 8 быстрее, да и вышел он позже, что в принципе логично. Фишки двух устройств. У каждого из этих смартфонов есть свои определенные фишки и особенности, но если говорить про количество фишек и дополнительных функций, то Samsung всегда будет впереди Apple. Это уже прослеживается не первый год, они придумывают какие-то функции, Apple их догоняет, тоже у себя неплохо реализовывает. К примеру, у этого смартфона есть функция распознавания лица, но она появится только в iPhone 10 в ближайшие месяцы. При этом у этого смартфона есть возможность заряжать его по беспроводной зарядке, по быстрой зарядке. У iPhone 8 эта возможность только сейчас появилась. Оба смартфона водонепроницаемые. Стандарт IP67 позволяет фотографировать и снимать под водой. У этих смартфонов, в принципе, здесь они равны. Если говорить про особенные фишки, они заключаются вот в чем. У этого смартфона нет разъема под наушники, а здесь он до сих пор есть, поэтому S8 более практичное решение для большинства потребителей. Но у iPhone есть одна фишка, которая недоступна, либо же частично доступна на других Android смартфонах. Я говорю про AR, дополненную реальность. Она поддерживается на большинстве айфонах, и iPhone 8 не исключение. И в принципе сейчас уже выходит огромное количество классных игр и приложений, которые поддерживаются айфонами. Поэтому это можно как бы тоже засчитать в плюс. Но опять-таки по количеству фишек Samsung всегда на шаг впереди. Apple лишь догоняет, усовершенствует и делает эти функции более стабильными и более практичными в работе. Поэтому здесь, наверное, вообще нельзя как-то лидера определить. Этот смартфон очень навороченный. Этот смартфон на iOS. Вы сами знаете, в чем разница между Android и iOS. И я хочу вам сказать, что с каждым годом эта разница нивелируется. Android становится чище и проще, а iOS подтягивается по функциям. И они приблизительно скоро будут на одном уровне. Я уверен, что года через 3 iOS по функциональности будет тем самым, чем является сейчас Android. Камеры. Самый животрепещущий вопрос. Я очень много фотографировал на iPhone 8, я очень много фотографировал на Galaxy S8, снимал видео. Не могу сказать, что в этом году Apple молодцы, они прилично подтянули свою камеру, улучшили качество съемки в темноте. В целом, если говорить вот так откровенно, то Apple подтянулся к Samsung по качеству фотографий в темноте и в дневное время суток. В принципе, во многих моментах съемки они практически одинаковы. Разница лишь в цветопередаче. У Samsung свое видение, как должна выглядеть фотография, у iPhone свое видение. Единственный момент — качество записи звука у iPhone значительно хуже, чем у Galaxy S8. Это факт, я сравнивал эти звуки. Galaxy S8 записывает звук гораздо лучше. Но при этом iPhone 8 записывает видео немножко поинтереснее. Он поддерживает формат 4К 60 FPS, он поддерживает slow motion 120 кадров. Здесь его преимущество. Видеосъемка — это конек iPhone 8, хотя Galaxy S8 в видеосъемке тоже прекрасен. Хорошо работает стабилизация, невероятные цвета, хорошая резкость, но просто iPhone 8 вышел немножко позже и сумел немножко опередить этот смартфон. Но в принципе, если вы хотите купить себе классное фоторешение, то вы должны знать, что и здесь оно великолепное. Поэтому пункт камеры можете в принципе опускать и ориентироваться на другие показатели. Звук динамиков у iPhone 8 чуточку громче, чем у Galaxy S8. При этом я уже говорил, что качество записи звука при съемке на камеру у S8 выше. Если говорить про звук в наушниках, то здесь прослеживается следующая ситуация. S8 действительно играет немножечко тише, чем iPhone 8, но не критично тише. Так как и в беспроводных наушниках, так и в проводных наушниках это прослеживается. И дело не в том, что S8 плохо звучит, а дело в том, что iPhone 8 стал звучать еще лучше, чем iPhone 7 когда-то звучал. И это действительно похвально. Время автономной работы — очень щепетильный вопрос. В этом случае прослеживается следующая ситуация. iPhone 8 теперь тоже поддерживает беспроводную зарядку и быструю зарядку. Но проверить это нельзя, потому что официальных аксессуаров в продаже еще нет. В свою очередь Galaxy S8 это все поддерживает. Есть большое количество блоков питания, и в комплекте идет хороший блок питания. И также отдельно продается превосходная беспроводная зарядка. Заряжается это все дело довольно-таки быстро, и действительно где-то за полчаса смартфоны заряжаются до 50%. Дальше процесс происходит гораздо дольше. При беспроводной зарядке самсунговской
Этот смартфон заряжается с 0 до 100 за 2,5 часа. Я сам не проверял, но знаю от западных коллег, что iPhone 8 тоже умеет заряжаться от самсунговской беспроводной зарядки, и это время приблизительно такое же получается, хотя разница в аккумуляторах здесь существенная. Но я не могу сказать, что эти смартфоны долгожители. Как iPhone 8, так и Galaxy S8 мне приходится очень часто заряжать, потому что я пользуюсь ими очень активно. Иногда приходится заряжать по 2 раза в день. У обычного человека он продержится в лучшем случае 1 день. И именно поэтому многие люди прибегают к покупке плюс-версии iPhone и также плюс-версии Galaxy. Если говорить откровенно, то Galaxy S8 до сих пор выглядит как смартфон из недалекого будущего, в то время как iPhone 8 выглядит как смартфон из далекого прошлого. Это действительно стоит признавать. Это не значит, что это плохое устройство, это стабильное решение, к которому все привыкли. Но вот этот смартфон мне очень сильно импонирует, несмотря на то, что я все время пользовался iOS устройствами, и именно сейчас, до выхода iPhone 10, я использую Galaxy S8 как свой основной смартфон, и я им очень доволен. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете, какой смартфон лучше, iPhone либо же Galaxy S8. Здесь опять-таки все упирается в разность операционных систем, и это тоже нужно учитывать. Если вы долгое время использовали iOS, покупали приложение и пользовались ее сервисами, и в вашем доме есть огромное количество Apple'ских устройств, то, наверное, конечно же, для вас iPhone в любом случае будет лучше. И наоборот, если вы всегда пользовались Android и привыкли к нему, то что бы я ни говорил сейчас про iPhone, все эти преимущества, наверное, для вас будут перечеркнуты. С вами был Иван Лучков, канал Алло, подписывайтесь, ставьте лайк и, конечно же, давайте общаться в комментариях. Пока!